Еще пустующие, созданные в современном дизайне коридоры и комнаты для переговоров, коворкинг, оснащенный технологичным оборудованием, лекторий и аудитория-трансформер с VR и зоной для проектной деятельности. С нетерпением ждут своих учащихся, а сотрудники Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Коми, что на Катаева 43, проводят экскурсии как для студентов колледжей, так и для представителей бизнеса. Сам Центр создавался в рамках национального проекта образования. Он будет заниматься обучением, переподготовкой, профессиональной переподготовкой, повышением квалификации всех категорий граждан на территории Республики Коми. Перед официальным открытием в здании еще советской постройки требовалось провести ремонт как внешний, так и внутренний. Оснастить уютной и функциональной мебелью все помещения. Задача была не из легких, и, как говорится, на госзакупках объявили тендер. Участие в нем приняли несколько мебельных фирм, а так как это федеральный проект, то конкурсные условия были достаточно жесткие. Весь дизайн мебели подбирался по брендбуку, как в цвете, так и по функционалу. В этой госзакупке выиграла компания «Алграф» в связи с тем, что у «Алграфа» самые доступные цены были на тот период, когда проводилась закупка. Вся предоставленная продукция нам поставилась в срок, в хорошем виде, качественная и, конечно, на вид, то есть дизайн, он тоже очень симпатичный и подходит по нашему дизайн-проекту. И по цвету, и по функционалу, и по форме. Потому что у нас наши пространства, они интерактивные, они меняются, они очень мобильные, нам нужно было соблюсти эту функциональность и в мебели. Это важно. Конкурс на поставку мебели для Центра компания «Алграф» выиграла уже в марте месяце, и менеджер проектов сразу отправила техническое задание как дизайнеру и проектировщику, так и в цех компании. Справились быстро и качественно, выполнив все задачи даже раньше срока. Наша компания готова была поставить все позиции для заказчика уже через 2 месяца. Очень довольна. Очень довольна. Нареканий по качеству при приемке у нас не возникло. То есть все хорошо. Тем более это не первый госконтракт, который мы выигрываем непосредственно по политехническому техникуму. В том году мы выиграли 2 госконтракта. Один был на мебель в учебное помещение, второй был на мебель в общежитие. По тому и по другому проекту и при приемке не возникло никаких вопросов, и в течение года тоже рекламация не возникала. Государство умеет считать деньги, и победить в конкурсе на изготовление и поставку необходимых столов и стульев, изготовление шкафов и зоны ресепшн позволила и минимальная цена, предложенная нашей компанией. Хотя минимальная не значит некачественная. Плюс хорошие связи со сторонними поставщиками необходимой фурнитуры и комплектующих, а также отличный материал и высококлассные технологии, которые позволили изготовить и поставить практичную, надежную, которой очень удобно пользоваться мебель. В связи с тем опытом, который у меня есть за последние 2-3 года, то есть я прекрасно понимаю, что хочет заказчик, да? Я прекрасно понимаю, с кем из поставщиков, да, наших партнеров по России я могу посотрудничать по дополнительным позициям, которые не связаны с корпусной мебелью. Или, возможно, там какие-то опоры дополнительные, которые наш цех не может изготовить. Все это проработано. Например, то, с чем мы столкнулись не конкретно по зданию Катаева 43, как раз происходил рост цен. И спасибо огромное нашим партнерам, у которых мы приобретали опоры для столов, да, что для обычных школьных парт, что для мобильных столов, они для нас заморозили цену. Одной из особенностей Республиканского центра опережающей профессиональной подготовки стала комната коворкинга. Так как предполагалось, что данным помещением будут пользоваться и люди с ограниченными возможностями, в техническое задание на обустройство комнаты было включено требование на мобильные столы. Они должны были вписываться в общую концепцию помещения, быть разборными и обеспечить комфортный доступ для всех учащихся. А зона коворкинга, она предполагает свободное общение, опять же, представителей разных категорий и разной направленности. Это зона общения соискателей с работодателями, это зона самостоятельной работы любого гражданина, который пришел на обучение в ЦОП, либо работает как-то с ЦОП
да, связан. Вот, поэтому эта зона такая свободной работы, свободного общения, она хорошо оборудована. По словам руководителя, центр будет продолжать развиваться и наращивать свои образовательные программы, рассчитанные для всех категорий жителей Республики Коми. На сегодняшний день мебель есть, в принципе, она нас устраивает, вот, но у нас есть и планы, и перспективы, и мы видим уже другие возможности, которые надо реализовать. Вот, я думаю, что Алграф нас понимает, слышит, нам не надо долго беседовать. Взаимодействие с преподавателями и предприятиями республики позволит организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации работников на уровне мировых стандартов, а успешно прошедшим необходимый образовательный курс стать более нужными на рынке труда.